والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Китабу Джами хадис от Абу Хурейры, ради Аллаху та'аля анху, о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Атадруна маль гиба». Знаете ли вы, что такое гиба? Злословие. Люди сказали: Аллаху ва расулу а'лам. Аллах и его посланник знает лучше. «Каль зикрука ахака бима якрах». Гиба – это упоминание тобою твоего брата так, как бы ему не понравилось. «Каль афараити инкана фи ахи ма акуль». Один человек сказал: посланник Аллаха, скажи, а если то, что я говорю о моем брате, это в нем действительно есть? Пророк алейхиссалату вассалям сказал: «Инкана фи ма такуль факад ихтабта». Если в нем есть то, что ты говоришь, то ты совершил гиба, совершил злословие. «Ва ин лям якун фи факад бахатта». А если в нем нет этого, то тогда ты совершил клевету. Хадис, который привел имам Муслим. Сегодня два хадиса его приведены имамом Муслимом. И так сказано: «Атадруна маль гиба». Знаете ли вы, что такое гиба? Это вопрос. Почему вопрос? Пророк алейхиссалату вассалям не знает, что такое гиба? Нет. Это вопрос для чего? Чтобы узнать от людей? Нет. Вопрос, чтобы привлечь их внимание к тому, что дальше будет сказано. Потому что если просто сказать гиба это то-то и то-то, кто-то запомнит, кто-то нет. Кто-то обратит внимание, кто-то нет. Но когда перед этим задан вопрос: знаете, что такое гиба? Это заставляет внимательно слушать потом ответ. Пророк алейхиссалату вассалям и так знает, что эти люди, поскольку вопрос относится к вопросам шариата, они не знают, что это такое. Хорошо? Но спрашивает это, почему? Как мы сказали, для того, чтобы привлечь их внимание, чтобы они были внимательны. Итак, гиба. Гиба правильно, что форма этого слова именно так, гиба. То есть форма его фи'ля. А не как некто говорит гайба. Гайба неправильно. Это меняет смысл уже. Правильно? Гиба. Итак, они сказали: Аллаху ва расулу а'лам. Аллах и его посланник знает лучше. Пророк алейхиссалату вассалям ответил: «Зикрука ахака бима якрах». Это упоминание тобой, твоего брата, посредством того, что ему не нравится. Посмотрите, короткое слово «Зикрука ахака бима якрах». Сколько слов здесь всего? Совершенно короткое предложение, но это предложение относится вот к этим словам, которые даровал Аллах своему посланнику. Слова лаконичные, краткие, но с огромным смыслом. Смотрите, сказали: Аллаху ва расулу а'лам, Аллах посланник знает лучше. Пророк алейхиссалату вассалям ответил им так. Вот эти слова: Аллаху ва расулу а'лам, Аллах посланник знает лучше. Кто должен произносить эти слова? Каждый человек, который не знает ответ на вопрос, касающийся шариата, он говорит, что Аллаху расулу а'лам. Если вопрос касается шариата, и тебя спрашивают этот вопрос, ты не знаешь, ты говоришь: Аллаху ва расулу а'лам, Аллах и его посланник знают лучше. Хорошо, кто-то скажет: ну а как же один человек пришел и сказал пророку алейхиссалату вассалям: «Маша Аллаху ва ши'т». То, что пожелал Аллах, и ты. Через союз «и», через союз «вау». Да? Арабский союз «вау», как русский союз «и». «Маша Аллаху ва ши'т». То, что пожелал Аллах, и ты. Пророк алейхиссалату вассалям разгневался и сказал: «Аджаальтани лилляхи нидда». Ты что, сделал меня равным Аллаху? Упоминаешь меня через союз «и». После Аллаха субхану ва тааля говоришь то, что пожелает Аллах, и ты. Запретил пророк алейхиссалату вассалям. А здесь люди сказали: Аллаху ва расулу а'лам, Аллах и посланник знает лучше. Пророк алейхиссалату вассалям не порицает их. Как быть здесь? Почему так? Мы скажем: потому что если речь идет о вещах, относящихся к вопросам бытийным, вопросам предопределения, того, что желает Аллах субхану тааля в мироздании, и вот здесь нельзя упоминать пророка алейхиссалату вассалям после имени Аллаха через союз «и». Нельзя. Как в этом хадисе: то, что пожелал Аллах, человек сказал: и ты. Можно? Нельзя. То, что пожелал один Аллах. Пророк алейхиссалату вассалям, он не распоряжается ничем во Вселенной, не определяет бытийные процессы, которые происходят. Но в вопросах шариатских, вот там что? Вот там мы говорим: Аллаху ва расулу а'лам. Аллах и его посланник знают лучше. Почему? Потому что пророк алейхиссалату вассалям, он разве говорит от себя эти законоположения шариатские? Нет.
Он говорит то, чему научил его Аллах Субхану ва Тааля. То, что приказал ему сказать Аллах Субхану ва Тааля. Поэтому, смотрите, «Валю аннахум раду ма атахум Аллаху ва расулу». Сказано, если бы они были довольны, удовольствовались тем, что дал им Аллах и его посланник, в суре Тауба, дал Аллах и его посланник. Опять, и его посланник, через союз «и». Почему здесь можно? Потому что здесь распределение по воле Аллаха Субхану ва Тааля шариатской. Хорошо, это законоположение, установлено Аллахом. Пророк алейхиссалату сам передает то, что установил Аллах из законоположения. Здесь можно. Итак, мы говорим, если речь идет о каких-то бытийных вещах, хорошо, предопределении, желании Аллаха Субхану ва Тааля бытийном, тогда что здесь? Тогда здесь мы ни в коем случае не приравниваем пророка алейхиссалату салям через союз «и» после упоминания имени Аллаха Субхану ва Тааля. Например, приедет ли завтра такой-то? Или будет ли дождь завтра? Можно сказать Аллаху ва расулю а'лям? Аллах его посланник знает лучше. Нет, потому что это вещи, относящиеся к чему? К знанию сокровенным, будущим, к вещам предопределения, относящимся к управлению миром. Здесь пророк алейхиссалату не может что упоминаться после имени Аллаха Субхану ва Тааля через союз «и». Никак. Хорошо. А если задается какой-то шариатский вопрос, нарушает ли употребление мяса верблюда омовение? Человек говорит Аллаху ва расулю а'лям. Можно? Аллах его посланник знает лучше. Можно. Здесь уже, потому что вопрос касается шариата. Дальше вопрос, а если вспомнить о том, что пророк алейхиссалату салям уже умер, то как тогда? Сейчас можем мы говорить Аллаху ва расулю а'лям? Аллах его посланник знает лучше. Если речь идет о вопросах шариата. Нет, можем. Вопрос шариата можем. Почему? Потому что пророк алейхиссалату салям, да, он умер. Он не в этом мире. Хорошо? И находится в другой форме жизни совершенно, в барзахе. Да, его жизнь там прекрасна. Он находится на высоких ступенях там. Но знание шариата пророка алейхиссалату салям, что у него есть знание шариата. Поэтому, в принципе, можно. Дальше. Слова пророка алейхиссалату вассалям, «Зикрука ахака бима якрах». Гиба – это упоминание тобою твоего брата посредством того, что ему не нравится. Смотрите, не сказано «это упоминание», а сказано просто «упоминание тобой». Почему убрано вот это? Не сказано «гиба», «аль-гиба», «гия», «зикрука ахака». Почему не сказано так? Убрано что? Подлежащее, осталось только сказуемое. Для того, чтобы речь была лаконичной, чтобы запоминалось людям. Хорошо? Человек, когда он это слышит, он запоминает сразу. Дальше вопрос. Пророк алейхиссалату вассалям здесь говорит «зикрука ахака бима екра». Упоминание тобой человека посредством того, что ему не нравится. Хорошо? Это определение чего? Это определение аль-гиба. Определение гиба, отсюда мы, смотрите, какой делаем вывод, что все, что не нравится человеку, все, что не нравится человеку из того, о чем ты о нем говоришь, это будет относиться к гиба. Касается ли это его религиозности, касается ли это его деяний, касается ли это его внешних данных, касается ли это его характера. Хорошо? Плюс сюда относятся, братья, такие вещи, которые, может быть, у других людей, для них, если о них это сказать, для них это нормально. Но ты знаешь, что именно этому человеку, ему это, когда о нем говоришь, не нравится. Тогда это все равно будет гиба. Понятно или нет? То есть, предположим, в общем, ты знаешь, что обычно у людей упоминание такого качества кого-то не вызывает какого-то раздражения или недовольства. Но этот человек именно, когда о нем говоришь, это вызывает у него что? Недовольство. Можно тогда упоминать человека? Нет, это будет относиться к гиба. В этом хадисе мы видим то, какой прекрасный учитель был пророк, алейхиссалату вассалам. Прекрасный учитель. Смотрите, как он преподносит сообщение. Каким образом преподнесено здесь сообщение? Через вопрос. Да? Сначала вопрос, а потом, когда люди обострили внимание, потом дается ответ, чтобы глубоко в сердце проникли эти слова к человеку. Дальше мы видим здесь, братья, это то, какой хороший был адаб, то есть
насколько благовоспитанны были сподвижники. Нормы благонравия, соблюдение ими норм благонравия и благопристойности. Посмотрите, как они отвечают. Они отвечают Аллаху ва Расулю Алям. Аллах и посланник знает лучше. Вот это вот ваджиб. Это обязанность каждого человека, который не знает что-то. Хорошо? Должен сказать «я не знаю». Или должен сказать Аллаху Алям. Аллах лучше знает. Или сказать Аллаху ва Расулю Алям. Это обязательно. Если ты осмелишься, дерзнешь отвечать, когда ты не знаешь ответа, а ты начнешь отвечать на этот вопрос, то ты окажешься из числа тех, которые возводят на Аллаха ложь. То есть говорят об Аллахе то, чего не знают. Поэтому ученые говорят, признаком знания человека, того, что это человек знающий, является то, что он говорит, из его уст слышишь слова «ля а'лям» – «я не знаю». Слова «ля адри» – «я не знаю». Аллаху а'лям, Аллах знает лучше. Из выдающихся ученых сегодняшнего времени, Шейх Абдуль-Мухсин Раббат, кто был на уроках его? Хорошо. Как он часто, можно слышать, как он говорит совершенно скромностью, спокойно «ля адри», «ля а'лям», «я не знаю». Хорошо. Сегодня из нас люди, которые первые шаги только делают в приобретении шариатского знания, считают для себя зазорным сказать «я не знаю». Хорошо, кто-то из туляб-уль-илм, из получающих знаний, говорит, ну как же я могу сказать «я не знаю»? Это значит, я упаду в глазах людей. Нет, если ты скажешь «ля а'лям», «я не знаю», «ля адри», «Аллаху а'лям», это только возвысит тебя, наоборот, степенью перед Аллахом. Это признак того, что ты, значит, набожный и богобоязненный обладатель знания. Почему? Потому что обладатели знания, они, как никто, боятся сказать что-то о религии Аллаха Субхану Тааля без знания. Другой из этого хадиса, как мы уже сказали, в вопросах, в которых идет речь о шариате, можно говорить Аллаху ва Расулу Алям. Да, то есть упоминать пророка алейхиссалату сам через союз и после упоминания имени Аллаха Субхану ва Тааля. Дальше, другой из этого хадиса, это то, что нужно стремиться свои слова делать краткими. Чтобы слова были краткими и лаконичными. Откуда мы сделали этот вывод? Пророк алейхиссалату вассалям убрал что? Мубтада. Да, убрал подлежащее здесь. Сказал только зикрука ахака, бима якра, и не сказал здесь гиба это и так далее. Просто сказал упоминание твоего брата посредством того, что ему не нравится. Другой вот из этого хадиса, посмотрите, красноречие пророка алейхиссалату вассалям здесь. Он говорит здесь зикрука ахака, упоминание тобой твоего брата. Почему это слово твоего брата здесь упоминается? Это сказано для того, чтобы вызвать у человека, у людей сочувствие в их сердце, сострадание в их сердце. Это же твой брат. Как же ты про него так говоришь? За глаза. Хорошо, говоришь плохие вещи. Это называется в арабском языке такой оборот истиатаф. Хорошо, то есть как бы направлено на то, чтобы у человека вызвать сострадание. Смотрите, в Коране Аллах Субхану Тааля говорит: «Ван-наджми иза хава ма далля сахибукум ва ма гава». Клянусь звездой, когда она закатывается, не заблудился ваш товарищ и не сбился с пути. Ваш товарищ, сахибукум. Это обращение к кому? Тем, к кому пророк алейхиссалату вассалям обращался, передавая Коран людям. Ваш товарищ, тот, которого вы знаете, он живет среди вас. Этот надежный человек, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, который никогда не обманывает. Это же ваш товарищ, с вами он живет. Как же вы на него говорите такие вещи? Что он придумывает, что он произносит прорицательство, или что это колдовство, или что он сумасшедший, или что он обманывает. Другой вот из этого хадиса, как мы уже сказали, что если какое-то качество в урфе у людей может считаться обычно у людей тем, что упоминание чего не является что? Обидным. Но именно этот человек, он обижается на это. Тогда упоминание тоже будет запрещено. То есть здесь учитывается, что аль-урфуль ам или урфуль хас. То есть урф общий, как это принято у людей вообще, или именно как у этого человека. Как у этого человека.
Хорошо? Дальше кто-то скажет, а как же вот ученые хадиса, мы можем увидеть у них, что они говорят про каких-то передатчиков. Аль-А'рач, хромой. Про какого-то передатчика Аль-А'маш, там, про какого-то человека Аль-А'ма, слепой, подслеповат. То есть упоминают какие-то качества, которые обычно люди, если про них такое говоришь, они что им не нравится. Почему же ученые хадиса, когда говорят о передатчиках, упоминают такие качества их? Что мы скажем? Мы скажем, что в данном случае передатчики хадисов и ученые хадиса, разве они говорят эти слова для того, чтобы как-то унизить этих передатчиков, этих мужей, которые передают хадисы? Нет. Для чего они это говорят? Для того, чтобы было понятно, о ком идет речь, кто именно передал этот хадис. Потому что это очень важно, это сохранение сунны. Может, два человека имеют одинаковое имя совершенно и в одном месте живут. Но именно вот это качество, что этот хромой, а этот не хромой, хорошо, это позволяет разделить, провести разницу между этими двумя людьми. Один из них достоверный передатчик, другой нет. Поэтому польза сохранения сунны, она выше. Это общая польза выше, чем что польза в данном случае не упоминания недостатков человека. Физического плана в данном случае. Понятно или нет? И намерение, кроме того, оно что не то, чтобы унизить этого человека в глазах людей, а для чего? Чтобы определить именно его. Другой вид из этого хадиса, посмотрите, как пророк, алейхиссалату вассалам, был радушен, каково было широкое сердце его в общении с его сподвижниками. Он принимал что? Вопросы, какие-то обсуждения с людьми. Откуда мы это берем? Пророк ﷺ говорит, что такое гиба? Человек спрашивает его, что? А смотрите, у посланника Аллаха, если человек, о котором я говорю, у него есть это качество, пророк ﷺ что запрещает ему разговаривать? Не принимает эти обсуждения какие-то? Нет, принимает это. Только здесь есть одна тонкость. Одна тонкость. Если кто-то что-то говорит тебе, если его цель просто возразить из упрямства, желание отвергнуть истину, вот тогда что, как говорит Аллах Субхану ва Тааля, обращаясь к пророку, алейхиссалату вассалям, если они придут к тебе, то или суди между ними, или отвернись от них. То здесь тогда да, ты не принимаешь эти его возражения, какие-то там обсуждения. А если человек говорит это для чего? С открытым сердцем, чтобы понять и узнать истину, тогда посмотрите, как пророк, алейхиссалату вассалям, воспринимает это благодушно. Дальше, следующий вывод из этого хадиса, это вопрос о том, что гиба отличается от бухтана. Что такое гиба? Гиба – это упоминание чего-то, хорошо, о брате, что ему не нравится. Но это в нем есть. А бухтан, клевета, когда этого качества в человеке нет. Что страшнее? Страшнее бухтан. Страшнее клевета. Еще страшнее, чем гиба. Гиба это страшно, бухтан еще страшнее. Теперь скажите, бухтан включает в себя и гиба также? То есть клевета включает в себя злословие или нет? Да. Бухтан это злословие плюс еще что? Дополнительный грех. Хорошо? То есть, и чем больше, соответственно, здесь преступлений, тем больше будет у человека наказание за это. Потому что бухтан включает в себя гиба и еще нечто, что дополнительное. Если человек говорит о другом, о брате, плохое в его присутствии, это можно. Мы скажем, это не гиба, но это будет что тогда в таком случае? Это будет поношение этого человека в его присутствии. Это будет ругательство в адрес этого человека. И последний вопрос, последний вывод. Я спрошу вас, гиба это большой грех или это относится к категории малых грехов? К большим грехам или к малым грехам относится гиба? Большим грехам. Почему относится гиба к большим грехам? Потому что есть угроза за это. Потому что есть угроза за это, наказание за это в вечном мире. Так же, как намима. Намима, что такое намима? Это перенос разговоров. Да, отсюда в другое место. Из-за этого потом возникают между верующими, между людьми возникают недоразумения. Возникают ссоры. Распространяется таким образом нечестие.
и рознь, это тоже из больших грехов. Потому что пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, это хадис его, «Ля ядхуль джанната каттат», не войдет в рай каттат, то есть тот, который распространяет сплетни. Что касается гиба, что указано, то, что это из больших грехов, это аят. Аллах субхану тааля говорит, «Ва ля ягтаб ба'дукум ба'да», пусть одни из вас не злословят о других, и дальше сказано, «Аюхиббу ахадукум, айякуля лахма ахихи мейта, факарихтуму». Хочет ли из вас кто-то есть мясо его брата, мертвого, когда он умрет? Факарихтуму, испытали ли вы отвращение? Ваттакуллах, бойтесь Аллаха, инна Аллаха таввабу рахим. Поясни, Аллах, он приемлющий покаяние, милующий. Кто-то из нас, братья, захочет ли, чтобы ему вот подали тело его брата, когда он умрет, чтобы он поел оттуда? Кто-то захочет это? Нет, какое отвращение. А почему же тогда человек, он позволяет себе делать в этом мире? Причем это становится в глазах людей таким легким грехом. Редко, когда собираются несколько человек, чтобы они кого-то не сделали предметом злословия, не стали обсуждать бы его. То есть мясо умершего брата. Поэтому некоторые ученые даже говорят, смысл этого аята, что тот, который занимается злословием, что будет с ним? Человек, в отношении которого он совершал злословие, о ком он злословил, ему подадут этого человека мертвым, его тело подадут в судный день и заставят его есть этот труп в качестве наказания для этого человека. Хорошо? Поэтому вопрос этот непростой. Каждый должен следить за своим языком постоянно, потому что люди сделали это предметом наслаждения. Говорить о ком-то. Хорошо? Это как десерт, как фрукты. Хорошо? Когда подаются в конце пищи фрукты, люди едят, наслаждаются. Хорошо? Вот так же вот люди сделали десертом себе гиба, злословить о ком-то. А надо выполнять завет пророка, алейхиссалату вассалам, что тот, кто верит в Аллаха и в последний день, пусть говорит благое, либо пусть молчит. Мы просим Аллаха субхану ва тааля, чтобы Он сделал нас обладателями прекрасного нрава и избавил нас от плохих нравственных качеств, в том числе гиба, злословия и сплетни. Ва саллаллаху салям аля набийна Мухаммад ва аля алейхи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббил алямин ва джазакум Аллаху хейр.